Здравствуйте. Эфир главного информационного канала страны продолжит программа «Алату Лайв». С вами Мирбек Молдакунов. 9 июня вступил в силу закон о добровольной легализации и амнистии активов физических лиц. Как отмечает инициатор документа, это было сделано в целях привлечения имущества и дохода физических лиц в легальный экономический оборот путем создания правового механизма легализации посредством добровольного декларирования физическими лицами принадлежащих им активов, в том числе номинально оформленных на других лиц или находящихся за пределами республики. Увеличение внутренних и внешних инвестиций, уменьшение доли теневой экономики, обеспечение гарантий сохранности активов и защиту их владельцев от преследования со стороны государственных органов за нарушение требований законодательства. Законопроект активно обсуждается в бизнес-кругах, да и среди населения. Поговорить на эту тему мы пригласили в студию замминистра экономики и коммерции Хусенбекову Айнуру Докторбаевну и зампредседателя ГНС Алиеву Бекболота Абдыганиевича, начальника управления адвокатуры, нотариата и апостилирования Абакирову Асель Мурзакановну. Уважаемые гости, добрый день. Добро пожаловать в студию. И мой первый вопрос, наверное, к вам, Айнура Докторбаевна. Вот по данным Национального статкомитета, да, вот теневая экономика, оказывается, у нас составляет 21% к ВВП республики, но по неофициальным данным, да, намного больше 40%. И, конечно, вот этот документ, наверное, акцентирован на то, чтобы вывести теневую экономику, да, в реальную, так скажем. Спасибо большое. Безусловно, как вы отметили, это вывод из тени. Для вывода из тени легализация, инструмент легализации активов и капиталов, она является одним из инструментов. Как всем известно, последние годы мы большую работу проводим, большая реформа проводится в системе фискализации, которая переходит на онлайн администрирование. Это отходим от простых платежей на электронные платежи, да, вот, то есть это все, и переход на ККМ, переход на все эти вот онлайн электронные систему, это является как раз таки вывод из тени. Но вот именно инструмент легализации капиталов и активов тоже имеет большой эффект. В мировой практике это используется в двух целях. Это Кыргызстан не единственная страна, которая использует данный экономический инструмент для легализации. Первая, конечно, задача – это легализация теневого оборота экономики, и второе – это улучшение инвестиционного климата. И, безусловно, вот наряду с другими странами, Кыргызская республика в этом году начинает очередную свою кампанию по легализации активов. В этот раз мы предлагаем более упрощенные, более легкие условия, чтобы дать возможность легализовать и внести, можно сказать, ввести свои активы в экономический оборот. То есть, если эти активы, капитал находится в теневом обороте, соответственно, полноценного участия в развитии экономики, вообще в развитии страны, она нету, да, вот можно сказать. Эффекта мы не видим, и, соответственно, мы сейчас даем такой части экономики легализоваться и вступить в открытую, в прозрачную экономику. Очень хорошо. И Асель Мурзакановна, вот наши телезрители, да, которые намереваются именно сдать именно вот такую декларацию, да, куда они должны обращаться, какие документы они должны составлять? Граждане, которые хотят подать специальную декларацию, имеют право обратиться в государственные нотариальные конторы. Если они находятся за рубежом, значит, имеют право обращаться в консульские учреждения. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, квитанцию об уплате государственной пошлины. Госпошлина составляет 50 сомов. И если у них активы превышают 100 миллионов, они должны заплатить декларационный платеж и предоставить квитанцию об уплате декларационного платежа. Форма специальной декларации есть до 10 числа. Мы обеспечим все государственные нотариальные конторы и передадим Министерству иностранных дел для распространения в консульские учреждения.
И они должны заполнить ее в одном экземпляре. Копия в государственной нотариальной конторе храниться не будет. Она в единственном экземпляре будет выдаваться на руки декларанту. Заполняется реестр. И, значит, в принципе, процедура минимальная, скажем так, облегчена. Вот вы сказали, если у гражданина имеется имущество, да, превышающее 100 миллионов, да, сомов, должен заплатить миллион сомов, да? Да, это декларационный платеж. Да. Если больше 100 миллионов. Да, если меньше, значит, уплачивать декларационный платеж не нужно. Понятно. А вот что делать со старыми вот этими документами, декларациями? Наверное, этот вопрос к вам, Бекбулот Абдыганиевич. Да, здравствуйте. В соответствии с законом Государственной налоговой службы, в целом, не только Государственной налоговой службы, в целом предписано, что как одна из гарантий, что для легализуемых активов и доходов норма закона предписывает уничтожение всех деклараций, которые были изданы до вступления в силу настоящего закона. Государственная налоговая служба со своей стороны, как уполномоченный орган, провели все необходимые мероприятия, утвердили порядок. И уже начиная с сегодняшнего дня у нас в соответствии с дорожной картой 7 августа мы планируем уничтожение всех деклараций, те, которые были сданы в бумажном варианте, это в каждом районе, в разных специализированных организациях. В Бишкеке это мы собираемся уничтожить его в городском полигоне с участием разных государственных органов, комиссий, а также средств массовой информации. Что касается тех деклараций, которые были сданы в электронном виде, тоже по нашему дорожной карте 7 августа будет уничтожение всех деклараций в электронном виде в нашем учреждении в Салах-сервисе. Законом предусматривается, что в течение 60 дней мы должны уничтожить все декларации. Опять же повторюсь, что это одна из гарантий, что ни одно из сведений, ни одна из информации, которые ранее были предоставлены, возможно, достоверно, либо, может быть, недостоверно, в любом случае, ни одна из сведений из деклараций, они не будут и не могут быть использованы государственными органами в последующем. Это говорит о чем? Вот если вот граждане, которые ранее сдавали вот эти декларации, да, если вот эти декларации будут уничтожены, закон уже вступил в силу, да, теперь они обязаны будут заново все это сдавать, да? Декларации, ежегодная декларация, процедура подачи декларации, она не отменяется. Государственная налоговая служба уничтожает все данные сами декларации, но закон предписывает, что именно сальдо обязательств или декларант должен какие-то налоговые обязательства, либо государство должно этому декларанту. Мы этот сальдо только сохраняем. В последующем декларант, он не будет, любое физическое лицо, он не обязан предоставлять декларацию за предыдущие года. Он может предоставить, например, в 2024 году декларацию только по итогам 2023 года. И постепенно, таким образом, в 2025 году, по итогам 2025 года, мы перейдем к всеобщей налоговой декларации, где когда каждый гражданин, который достиг совершеннолетия, он будет обязан предоставлять декларацию. Само уничтожение вот этого декларации, которые вот до сегодняшнего дня были сданы, да, вот, и это как раз таки является тем шагом государства, что мы действительно обеспечиваем гарантию. То есть ранее предоставленные декларации не могут быть использованы против декларанта. Да? Вот это самое ключевое, как бы, вот, ключевое решение, которое в рамках этой кампании были приняты. То есть мы, государство, таким шагом еще раз как бы доказываем, что мы обеспечим гарантию. То есть не будут упрекать, да, вот, вот такое имущество было, теперь настолько увеличилось, откуда это, да, то есть чтобы в последующем это как бы дать уверенность нашим декларантам, что любой государственный правоохранительный орган, фискальный орган не использовал эти декларации, потому что вот в случае каких-то изменений, да, вот, решений,
они могут быть использованы, да, поэтому сейчас вот мы государству даем гарантию, что мы эти все уничтожаем. Конечно, эту систему мы выстраивали годами, но мы понимаем, что мы должны пойти на этот шаг, потому что эффект мы ожидаем достаточно серьезный. Очень хорошо. Очень много вопросов вызывает вот этот момент. Вот положение данного закона не распространяется же, да, на лиц, совершивших преступления против личности и частной собственности, на лиц, включенных в национальные и международные списки разыскиваемых лиц и санкционные перечни. Да, вот именно о каких гражданах идет речь? Закон, как вы сами сказали, распространяется на всех граждан, то есть каждый гражданин имеет право легализоваться в рамках этого закона, но есть определенные ограничения и запреты. Вот как вы сказали, оно не распространяется на лиц, которые находятся в международном списке разыскиваемых лиц и санкционных, в рамках которого это не касается декларирования, ну, по любым другим каким-то уголовным преследованиям были возбуждены дела, и в рамках уголовного преследования было объявлено там в розыск. Такие лица мы уточнились со всеми правоохранительными органами. В налоговой службе эти справочники есть, и в рамках уничтожения именно декларация таких лиц, она не будет уничтожена, поскольку закон не распространяется на них. И второй момент, закон гарантирует же освобождение от уголовной ответственности тех лиц, которые легализовали свое имущество. Но здесь также есть несколько ограничений по закону. Если при приобретении, использовании или распоряжении имуществом декларант совершил уголовное преследование, закон гарантирует освобождение от этой уголовной ответственности, за исключением нескольких моментов. Это терроризма, преступления против личности, экстремизма, финансирования террористической деятельности, наркоторговли и торговли людьми. То есть это с точки зрения международного, да, международных правовых обязательств страны, да, вот, то есть если мы, это же легализация производится на территории Кыргызской республики, но мы являемся участником многих международных правовых отношений, соответственно, мы своим решением не можем от тех обязательств, от тех принципов отказаться, потому что у нас есть двусторонние, международные многие обязательства, где мы обязуемся как бы не защищать, да, таких вот нарушителей, которые вот через какие-то вот источники как бы зарабатывали, да, вот здесь один момент, а второй момент, эти исключения, они не относятся к гуманизму. То есть это же является инструментом, если не с экономической, а из правовой части тоже смотреть, это инструмент гуманизма. То есть мы проявляем гуманизм и всем через этот инструмент помогаем росту экономику, развивать нашу экономику, чтобы активы вошли в реальную экономику и активы начали в экономике работать. Очень хорошо. Вот эта акция одноразовая же, да? И в течение вот текущего года, да, должны легализоваться. Да. Какой срок? Срок добровольного декларирования законом предусматривается 12 месяцев с момента вступления в силу этого закона. То есть это не календарный год, соответственно, это будет до 9 августа 2024 года. Каждый имеет право легализоваться. И там учитываются имущества, да, которые были приобретены или которые имелись до 1 января этого года. Да? Да. И как вы уже отметили, все это подготовка к всеобщему, да, налоговому декларированию. Да? Очень хорошо, вот, если честно, вот данные статкомитета, да, такие неутешительные, да, вот они говорят 20% экономики в тени, да, а по неофициальным данным больше 40%. Это о чем говорит? Что очень огромное количество, да, вот, средств, доходов, да, идет мимо госказны, имеется в виду налоговые отчисления, да? Ну, здесь как вот обратно же, нам вот задают вопрос, вот на статком 20, а неформальные, ну, международные институты, они больше 40, до 60, да, вот даже такие показатели давали.
Здесь обратно же нужно смотреть, согласно какой методологии считают. И, конечно, это вопрос учета. Если по учету смотреть, у нас как бы вот экономика практически, она как бы очень так минимальная, а по факту это же все работает. Просто конечно, как бы вопрос в учете, да, вот и поэтому сказать, неучтенные. Да, неучтенные. И конкретно сказать тоже очень сложно будет, поэтому и различные цифры как бы указываются, да, вот с разных источников. Но есть различные инструменты по выводу, и применяется вот обратно как бы по фискализации и вот легализации, это один, и создание благоприятных условий для бизнеса. То есть почему вот, высшее руководство страны, президент Кыргызской республики и глава кабинета министров Кыргызской республики неоднократно заявляют, что нужно минимизировать участие государства в экономике. Насколько государственные органы не будут участвовать в развитии субъектов экономики, это частный бизнес, да, вот, настолько экономика будет находиться, ну, как бы в прозрачной как бы среде будут работать. Есть различные инструменты, есть различные методы, различные как бы решения применяются именно по выводу. Но в целом, обратно же, если к цифрам обратиться, это вот как раз таки, чтобы мы обелились и вышли из тени, и вот в экономику вошли и начали работать. Но по факту она же работает. Единственное, вот по цифрам мы как бы вот это не бьемся. И чтобы видим, что экономика роста идет, если отраслевой как бы показатели посмотреть, а само как бы именно где тень находится вот в фискальной части, там разнятся. Поэтому вот мы через этот анализ работаем. Но как раз таки, чтобы они открыто вошли в отраслевую часть, мы как раз таки применяем различные такие экономические инструменты. Да, вот очень много же случаев, когда крупные бизнесмены, да, которые имеют миллиардные доходы, да, они оформляют свое имущество на матерей, на родных, на братов, сватов, да, сами платят какие-то копейки, да, государству. И вот последний шаг, вот ваше руководство в тот раз как раз к нам в гости приходило, и вот они отмечали, что за последние годы, да, сбор налогов увеличилась в разы. Да. И это тоже, да, один из таких результатов, да, проделываемой работы. Работа по выведению из тени теневого сектора, оно разнонаправленное. Мы с разных сторон его проводим. Вот как раз 22-23 год мы очень большие реформы в части обеспечения прозрачности налоговых процедур, фискализации процедур. Вот эти работы проделали, и вот как результат мы 22 год увеличение налоговых сборов на 50%. 23 год по итогам полугодия мы также идем с такими же темпами роста. Это говорит о том, что мы какую-то часть теневого сектора уже обеляем. С точки зрения закона, я хотел бы прокомментировать один момент. Это тоже один из инструментов вывода из тени, и мы говорим о всеобщей налоговой декларации по итогам 2025 года. Да? Как раз тот пример, о котором вы говорили, что вот есть крупные бизнесмены, которые свои активы, доходы и так далее переписывают на своих родных, близких. Вот 25 год, по итогам которого все граждане обязаны будут сдавать декларации, оно все будет видно всем, да, как бы налоговым соответствующим компетентным органам. И тогда каждый, тот же близкий родственник или друг, зять и так далее, он должен будет доказывать источник происхождения этих активов, откуда у него имущество. Да? Поэтому закон и сама кампания легализации – это возможность для таких же людей, чтобы заранее, до наступления всеобщей декларации, легализовать свои активы, обороты и показать его в декларации. Да. Другая часть населения, есть очень много мелких, средних предпринимателей, есть очень много наших граждан, которые просто для того, чтобы работает
где-то без учета, где-то там без регистрации, где-то малые предприниматели вроде бы работают по закону, но из-за неточности либо противоречий каких-то наших законодательных, нормативных и так далее актов, получается, что он как бы нарушитель. Да? Вот это большая масса людей, для которых и направлен закон, для того, чтобы к 2025 году, когда все сдадут декларации, чтобы не было половины населения нарушителем на законодательство. Мы как раз таки идем к подготовке к этой декларации. Вот на сегодня же единую вот эту налоговую декларацию сдают госслужащие и предприниматели же, да? Получается, в 2025 году уже все будут сдавать? В 2025 году по итогам все будут сдавать декларацию. Начался этап перехода к всеобщей декларации. На сегодняшний день, как вы сказали, сдают индивидуальные предприниматели, государственные муниципальные служащие. В этом году, по итогам 2022 года, сдали декларации все те лица, которые получают, то есть работают в государственных компаниях, в государственных учреждениях или в компаниях, где есть доля государства. Следующим, и лица, у которых есть облагаемые объекты, да, это дом, машина и так далее. В следующем году, таким этапом, в 2025 году, все, и студенты, и пенсионеры, все должны будут сдавать эти декларации. То есть и тогда мы должны... совершеннолетие уже начнут... Да, и тогда... Или со школьной скамьи. Нет, совершеннолетие с 18 лет, лет, да, с 18 лет все обязаны будут сдавать декларации. И наша основная задача, то, что вот одна из задач в рамках этой кампании легализации, что в 2025 году все успешно сдали декларации, и нашим гражданам ничто за это не было, да, последствий никаких не было. Конечно. И вот скажите, Асель Марзакановна, вы говорите, вы сейчас занимаетесь подготовкой документов, да, образцов. Вы сказали, до какого числа они будут готовы? До 10-го мы распространим. До 10 августа. Да. То есть наши граждане должны обращаться после 10-го, Да. потому что еще документы не готовы. Хотя закон вступил в силу еще 24-го, то есть 9 июня, да, еще? Ну, во-первых, я хочу сказать, что бланк специальной декларации – это бланк строгой отчетности. Есть определенные процедуры. И единственная компания, которая может изготавливать, это Учкун. Сейчас они занимаются изготовлением этих бланков, и нам нужно распространить по всей республике. Я думаю, что до 10 числа все государственные нотариусы по Кыргызской республике будут обеспечены этими бланками и реестрами спецдеклараций. Сейчас ведутся работы по разъяснению порядка заполнения для государственных нотариусов. И такой вот промежуточный момент, и к 10 числу, я думаю, мы полностью будем готовы принимать эти граждан, которые хотят заполнить спецдекларации. Ну, какую-то информационную кампанию запускаете, какие-то ролики, да, возможно? Но это проводится совместно с нашими 3 учреждениями, да, это вот Министерством экономики, Государственной налоговой службой и Министерством юстиции. И вот ваше начальство, когда у нас было в гостях, они вот рассказывала, что к нам даже одна крупная компания не зашла, потому что проводили анализы и исследования, и выяснилось, что у нас очень мало платят налогов. Поэтому они не зашли. Одна крупная кофейная компания. Это вот ваше руководство рассказывало. И очень надеемся, что к 2025 году, да, уже таких вопросов не будет, и все пойдет само по себе. Ну, да? таких вопросов уже становится меньше, поскольку мы уже сказали, мы достигли очень хороших результатов. И правильно заметили, что вот именно к 2025 году любые компании большие, международные, которые уважают свою репутацию, которые хотят работать в прозрачном, хорошем, как бы хорошей среде, мы готовы будем всех их принимать. Я надеюсь на это. Уважаемые гости, выражаю вам огромную благодарность за то, что пришли к нам в студию, ответили на наши вопросы. Спасибо вам огромное. Дай Бог, чтобы к 2025 году уже спокойно, плавно перейдем к всеобщему, да, декларированию. И, наконец-то, не будем говорить о таких цифрах, как 40%, 20%, да, и вся экономика выйдет из тени, да, и все будет легально в реальной экономике. Спасибо огромное.
А я, уважаемые телезрители, напомню, что 9 июня вступил в силу закон о добровольной легализации и амнистии активов физических лиц. Как отмечают инициаторы документа, это было сделано в целях привлечения имущества и доходов физических лиц в легальный экономический оборот путем создания правового механизма легализации посредством добровольного декларирования физическими лицами принадлежащих им активов, в том числе номинально оформленных на других лиц или находящихся за пределами республики. Всего вам самого доброго, до новых встреч в эфире.